всех поставить плюсики, чтобы было понятно, что наша аппаратура сегодня работает достаточно хорошо. Добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим о детках, которые имеют определенные отклонения в развитии. И сегодня мы поговорим с вами о детях, касающихся нарушения зрения. Понятно, что такие дети относятся к статусу дети ОВЗ, либо дети с инвалидностью. Как мы знаем, Федеральный закон об образовании Российской Федерации обозначает таких детей, как обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом или психическом или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. То есть и у ребенка имеются какие-либо ограничения, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий. И это нужно обязательно понимать. Статус ОВЗ ребенку присваивается только медико-психолого-педагогической комиссией, не консилиумом, а именно комиссией. И только на основе данного выданного документа статус обучающийся ОВЗ получает так называемый правовой статус. Однако данный статус не налагает на ребенка ограничения или обязанности, а предусматривает только дополнительные права и гарантии. Данный статус ребенок, получивший в ПМПК, то бишь родители данного ребенка, могут как предъявить в образовательную организацию, так и отказаться от его предъявления. То есть это полное право родителей. Единственное, что если вы видите как педагоги, что ребенку необходимо какие-то специальные условия, да, для образования, то, конечно, лучше переговорить с родителями. Возможно, у них уже есть документ, но, возможно, нет. Итак, кто же относится вообще к детям со статусом ОВЗ? То есть те дети, может быть поставлен статус ОВЗ. Это дети, конечно же, слепые, слабовидящие, о которых сегодня пойдет речь, глухие, слабослышащие и позднооглушшие, детки с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с задержкой психического развития, дети с расстройством аутистического спектра, то есть детки РАС, и дети с нарушением интеллекта. Данные дети при подтверждении ПМПК, то есть при получении правового статуса, получают особые, как сказать, преференции при обучении. То есть ПМПК рекомендует конкретные специальные условия для получения образования ребенка. Итак, кто же такие дети с нарушением зрения? Всех детей с патологией зрения, с учетом остроты и поля зрения, а также по органическим и функциональным причинам нарушения делить на несколько подвидов. То есть это первое, это слепые дети, то есть дети, которые уже либо родились с таким нарушением, либо потом ослепли по каким-либо причинам. Слабовидящие дети, либо дети с функциональным нарушением зрения. Нарушение зрения предусматривает под собой остроту зрения не менее 0,3 на лучший глаз с коррекцией или поле зрения не менее 15 угловых градусов. Сюда относятся также травматические катаракты, а в некоторых случаях гибель глазного яблока. Также сюда относятся детки с амблиопией и косоглазием.
Итак, на слайде представлена классификация нарушений зрения детей, которые могут посещать образовательные организации. Это и дошкольные образовательные организации, и школы, причем это не обязательно специальные школы. Поскольку, еще раз напомню вам, что дети с нарушением зрения могут вполне обучаться в обычной образовательной организации. Итак, слепые дети – это дети с остротой зрения от 0% до 4% на один из глаза с коррекцией. Слабовидящие детки – это с остротой зрения от 5% до 40%. Дети с пониженным зрением – это от 50% до 80%. И нормально видящие дети – это острота зрения от 90% до 100%. Каковы же все-таки причины нарушения зрения? Но в первую очередь хочу вам напомнить, что нарушением зрения детей с нарушением зрения изучает такая наука, как тифлопедагогика. Отсюда и название того специалиста, который работает с детьми с нарушением зрения, это тифлопедагог и тифлопсихолог. Сейчас мы немножечко разберем вообще, для чего они нужны и вообще, кто такие дети с нарушением зрения. Дети с нарушением зрения – это дети, у которых проблемы со зрением. Либо отсутствуют, то бишь дети слепые, либо процент зрения не более 80%. Причины нарушения зрения могут быть абсолютно любые. Это врожденная слепота, которая обусловлена повреждением или заболеванием плода в период внутриутробного развития, либо является следствием наследственной передачи некоторых дефектов зрения. Приобретенная слепота обычно является следствием заболевания органов зрения. Это может быть заболевание сетчатки, роговицы, заболевание ЦНС. То есть туда может относиться менингит, который влияет на зрительные окончания, на зрение, на зрительные нервы. Это опухоль мозга, это осложнение после общих заболеваний организма, таких тяжелых, как корь, грипп, скарлатина. Либо это травматические повреждения мозга, либо самих глаз. Различают прогрессирующие и непрогрессирующие нарушения зрительного анализатора. Далее, особенности психомоторного развития детей с нарушением зрения абсолютно разные. Важнейшим механизмом в развитии ребенка с нарушением зрения является его компенсация. Компенсация слепоты является очень сложным психическим образованием, системой психических процессов и свойств личности, которая формируется в процессе роста и развития ребенка. Возможность компенсации недостаточности зрения объясняется тем, что ребенок владеет несколькими различными способами выполнения одного и того же действия, разными способами решения стоящих перед ним задач. Компенсация же сама по себе предполагает использование слуха, осязания, обоняния и других органов чувств, а также речи для замены недостающего зрения. И самое главное, что от того, насколько успешно будет произведена такая замена, зависит результат развития ребенка с нарушением зрения. Лев Семенович Выгодский в свое время говорил: слепота, создавая новый особенный склад личности, вызывает к жизни новые силы, изменяет нормальные направления, функций, творчески и органически пересоздает и формирует психику человека. Следовательно, слепота есть не только дефект и минус,
но и в каком-то смысле источник выявления способностей, плюс сила. То есть это говорит о том, что слепой ребенок не является необучаемым. Если ребенок не видит или плохо видит, то в любом случае организм включает компенсаторные возможности. И ребенок начинает лучше слышать, лучше ощущать, осязать. И нужно обязательно обращать внимание на эти компенсаторные возможности ребенка и с помощью них обучать его в образовательной организации. Тем не менее, в развитии ребенка с нарушением зрения остаются некоторые специфические особенности. И в частности, безусловно, это особенности развития движений, развития речи, которые, возможно, не удастся полностью компенсировать в процессе обучения и воспитания такого ребенка. Почему? Потому что в любом случае движение и речь у ребенка развиваются в основе своей по подражанию. Поскольку ребенок не видит или плохо видит, то подражать с точностью, как бы это было возможно при нормативном развитии, у такого ребенка не получается. В связи с этим наша непосредственная задача включить в ребенке все остальные компенсаторные возможности, чтобы можно было компенсировать данный недуг. Рассмотрим общие особенности и закономерности развития ребенка с нарушением зрения. Говоря о этих закономерностях, мы предполагаем, что процессы компенсации у детей являются несовершенны, и при полном и безусловном действии механизмов компенсации психологические особенности детей не должны быть специфическими. Для незрячих детей очень характерно снижение активности двигательной и психической. Для них типична невыраженность ориентировочных реакций на стимулы окружающей среды. Двигательная активность тормозится из-за частых отрицательных подкреплений. Поскольку ребенок плохо видит или не видит совсем, то его все время сопровождают падения и ушибы, а также травмы. В связи с этим двигательная активность у ребенка тормозится. У незрячих детей потребность во впечатлениях, как у других детей, является не основной. У других детей, то есть у ребенка даже слабослышащего, все-таки познавательная активность будет выше, поскольку он видит, он может больше ощутить. Незрячие дети имеют дело с ограниченным предметным пространством. У них снижены познавательные потребности и ограничены социальные контакты. Всего лишь только потому, что ребенок не может ощутить в полной мере и увидеть окружающий мир. В результате эти дети очень часто испытывают фрустрацию. У них наблюдается сниженное настроение, и они склонны уходить в себя. Это очень важно знать и понимать педагогам, работающими с такими детками. У таких деток страдает внимание из-за резкого сокращения внешних стимулов, так как уменьшается количество зрительных объектов, которые вызывают непроизвольное внимание. Сужается объем внимания, а однообразие слуховых стимулов быстро утомляет. У деток незрячих или слабовидящих формируется установка более тщательно следить за своими действиями. Развивается произвольное внимание как результат необходимости воспринимать свойства предметов, имеющие второстепенное значение для зрячих. В развитии речи словарный запас и грамматический строй речи обычно не страдают у таких деток, но возникает неизбежный разрыв между чувственным восприятием предметов и явлений
и их обозначением с помощью слов. То есть между словом и самим образом. В результате типичным для детей является вербализм, то есть использование слов и словесных выражений, не наполненных чувственной тканью. То есть практически не эмоциональный. Как ребенок может понять, проблемы со звуком возникли. Ага. Слышно теперь? Если слышно, пожалуйста, поставьте плюсики. Мгм. Ну, то, что меня не видно, это не проблема. Главное, чтобы вам было видно презентацию. Итак, еще раз повторюсь, что ребенок с нарушением зрения очень тяжело может понять какие-либо вещи, такие как объем, высота, ширина и так далее. Поэтому вот эмоциональное развитие и недостаток впечатлений, информации об окружающих и об окружающем мире у детей значительно снижено. Далее. Для слабовидящих деток характерны нарушения в развитии зрительного восприятия, недоразвитие психомоторной сферы, запаздывание формирования основных движений, слабость предметных действий. Детям со сниженными возможностями зрения требуется значительное время для того, чтобы рассмотреть предметы, выделить их характерные признаки. То есть ребенку необходимо время для того, чтобы понять, что вы ему предложили. Взять любой кубик. Ребенку нужно хорошо его ощупать, ощутить, что это. Если ребенок слабовидящий, ему еще нужно время для того, чтобы его тщательнее рассмотреть. Далее, зрительное восприятие обладает у таких детей с наименьшей полнотой, скоростью, меньшей точностью отображения объектов, сужением или деформацией зрительного поля. Недоразвитие зрительного восприятия приводит к недоразвитию разных видов деятельности и наглядных видов мышления. Психическое развитие детей, потерявших зрение сразу после рождения, во многом зависит от продолжительности периода нормального зрения, то есть зависит от того возраста, когда произошла утрата зрения. У таких детей имеется опыт зрительных впечатлений, который облегчает восприятие окружающего мира в условиях отсутствия зрения. Например, незрячий ребенок никогда не видел, какого цвета бывает яблоко. И для него цвет не имеет никакого особого значения для восприятия яблока. Он мог только слышать, что они бывают желтые, красные, зеленые и так далее. А вот ослепший ребенок, который уже имел какой-либо опыт, он прекрасно понимает, какой может быть этот цвет, какого может быть ощущение цветовое этот ребенок, если можно так сказать. Однако, имеющиеся представления у уже поздно ослепших детей могут стираться из памяти, подчиняясь законам сохранения и забывания информации. Кроме того, чем позже ребенок утратил зрение, тем в большей степени у него будут развиты способности саморегуляции, потребность в преодолении собственного дефекта и в использовании механизмов компенсации. При сохранении способности воспринимать обращенную речь на слух ребенок осваивает словарный запас без каких-либо ограничений.
Однако возникает неизбежный разрыв между словом и образом предмета. Это объясняется недостаточным чувственным опытом ребенка. Возникает разрыв между словесным и практическими планами действия ребенка, когда выполняемое действие и его отражение ребенком в речи не соответствуют друг другу. Речь начинает выполнять у такого ребенка дополнительную компенсаторную функцию, когда дети получают представление о предметах и явлениях на основе словесных объяснений. Поддерживают контакт друг с другом, ориентируются в окружающем. Словарный запас по объему у детей с нарушением зрения практически не отличается от такого же словаря, того же возраста ребенка, как и у зрячих сверстников. Однако их знания при тщательной проверке оказываются часто вербальными. То есть не всегда те слова, которые дети знают, наполнены реальным опытом. При этом значение слова либо резко снижается, и слово остается как бы привязанным к единичному признаку, или к объекту, или к конкретной ситуации, или же слово чрезмерно отвлекается от своего конкретного содержания, тем самым вообще утрачивая свое значение. Что касается эмоционального развития, то возникают неизбежные трудности в общении с другими из-за невозможностями определить эмоциональное состояние человека по его выражению лица, по мимическим и пантомическим проявлениям. Страдает способность соотносить речевое высказывание с мимикой, что препятствует пониманию скрытого смысла высказываний. Страдает эмоциональное состояние других людей. Объединение внешнего, страдает эмоциональное состояние других людей, безусловно, да. Объединение внешнего выражения собственной речи, невладение экспрессивными движениями, выражающими эмоциональные состояния. То есть ребенок, который находится в образовательном пространстве, образовательной организации, не всегда может правильно и грамотно объяснить что-то, рассказать, так как не всегда его речь соответствует его чувственным ощущениям. То есть если ребенок слепой, то зачастую речь – это простое объяснение того, что он механически запомнил. Если это ребенок поздно ослепший, то здесь нужно понимать, что у ребенка, возможно, остались какие-то чувственные ощущения, связанные с конкретным данным словом, с конкретным каким-то объяснением. Итак, что же входит в особые образовательные потребности детей с нарушением зрения в условиях образования? Ну, перво-наперво в любой образовательной организации, если появился такой ребенок, обязательно должны быть специалисты, которые будут его сопровождать на плане, на период всего его обучения. То есть это специалисты различного профиля. И в первую очередь, конечно же, это тифлопедагог и тифлопсихолог. Психолог и дефектолог. Но хочу остановить свое внимание, это тифлопедагог. То есть человек, который специально обучался и имеет специализацию по работе с такой категорией детей. Далее, обязательно присутствие помощника для ребенка. Это может быть ассистент, может быть тьютор. Все зависит от того, насколько потеряно зрение у конкретного ребенка. Присутствие тьютора помогает ребенку получать знания, то есть это практически второй педагог в группе, в классе, который помогает ребенку
получить знания. Ассистент чаще всего это человек, который помогает ребенку, если он самостоятельно не может либо передвигаться, либо самообслуживание страдает по какой-либо причине. Ну, это человек, который просто является помощником. Далее. Включение обязательно семьи в процесс образования ребенка и особая подготовка родителей силами специалистов. То есть обязательно педагоги, обязательно организация работает с семьей такого ребенка, которая приводит его в образовательную организацию. Обговариваются все нюансы, обговариваются все психологические аспекты ребенка, то есть как он себя чувствует, как он себя ощущает, что он умеет, что он знает. И, безусловно, родителей вовлекаем в процесс образования, чтобы они были полноправными партнерами и помощниками в процессе обучения. Понятно, что если у вас появляется такой ребенок в образовательной организации, то вашим педагогам целесообразно пройти хотя бы курсы повышения квалификации по данному направлению. Но лучше всего, конечно же, это профессиональная переподготовка, когда человек получит дополнительное образование по направлению тифлопедагогика. Далее, обязательная модификация различных учебных планов и программ. То есть это наши любимые АОПы, которые пишутся персонализированно для конкретного ребенка, либо для группы детей, которые находятся в вашей образовательной организации. Применение специальных методик обучения. Ну, в настоящий момент применение специальных методик обучения это не является большой проблемой, поскольку для таких деток разработано достаточно большое количество УМК. Они находятся все, слава богу, в простом доступе и утверждены Минпросом. Далее, обязательно учет зрительных возможностей и состояния основных зрительных функций ребенка, учет течения заболевания органа зрения. То есть в зависимости от того, насколько ребенок плохо ли, хорошо ли видит, мы должны понимать, какие учебные материалы мы будем предлагать данному ребенку. И в зависимости от этого мы уже будем выстраивать свою работу с конкретным ребенком в конкретной ситуации. Если вы понимаете, что этому ребенку требуется дополнительное время для выполнения каких-либо работ, то предлагаем этому ребенку либо более облегченный вариант, либо предлагаем работу, пусть того же самостоятельного характера, заранее. Далее. Своевременное систематическое лечение и подбор оптических средств коррекции, динамическое соблюдение за состоянием зрения. Ну, своевременное систематическое лечение, это вы должны обговаривать уже непосредственно с родителями, и если таковое требуется, то вы просто помогаете ребенку не запустить обучение в период его лечения. Если вы понимаете, что ребенок стал хуже видеть, если это было плохое зрение у ребенка, если вы видите, что ребенку некомфортно, нужно обязательно переговорить с родителями, чтобы родители прошли дополнительное обследование и, возможно, ребенку приобрели либо другие очки, либо если вы понимаете, что для образования требуются специальные средства обучения, то здесь идет непосредственно разговор уже с администрации учреждения, которая, по идее, должна приобретать для такого ребенка специальные средства обучения. Далее. Строгая регламентация зрительной работы. Организация гимнастики для глаз в процессе урока. Но организация гимнастики для глаз в процессе урока, она всегда обязательно для нормативно зрячих детей. То есть для детей, которые хорошо видят, у которых зрение
от 90 до 100%, потому что долгая зрительная работа, она всегда утомительна и всегда может привести к негативным последствиям. Если у вас все-таки такой ребенок в классе есть, даже слепой ребенок требует специального отдыха и гимнастики для глаз. А если ребенок это слабовидящий, с большими проблемами, то идет строгая регламентация зрительной работы, то есть тексты, которые он должен прочитать, или что-то увидеть, или что-то записать, должны быть четко ограничены по времени и распределены на весь урок таким образом, чтобы у ребенка был отдых. Правильное чередование в школьном расписании предметов. Если у вас есть такой ребенок в школе, или в дошкольном учреждении, или в организации дополнительного образования, то нужно определить чередование предметов, которые будут определены для образования конкретного ребенка или конкретной группы с чередованием нагрузки на зрительные органы. Далее, особые образовательные потребности для детей с нарушением зрения всегда должны учитываться. Должно быть специальное оформление учебных классов, должно быть специальное оформление групп, если это специализированная группа. Если нет, то это какой-то уголок, где ребенок может все это увидеть и узнать. Должны быть созданы санитарно-гигиенические условия и учтены офтальмогигиенические требования. Должно быть четкое соблюдение показаний и противопоказаний к занятию спортом, потому что для таких детей это очень важный фактор. Если у ребенка есть возможность хоть как-то сохранить остаточное зрение, то нужно понимать, что ребенка нужно ограничивать в каких-либо спортивных соревнованиях, в поднятии тяжести и так далее. Ну и, безусловно, не забываем постоянно подчеркивать достижения ребенка и хвалить его за правильно выполненные действия, за правильно выполненный урок, за правильно выполненные упражнения и так далее. Далее. Посадка детей на занятиях, что в детском саду, что в школе, или это кружок в доп. Образовании. Нужно понимать, что детки с различным нарушением зрения должны находиться на разных расстояниях при условии учета их зрения. Ну вот на слайде представлено, что дети с низкой остротой зрения находятся всегда на первом ряду, то есть непосредственно рядом с педагогом, ну и так далее. Далее, нужно обязательно учитывать окклюзию, то есть когда происходит заклейка лучше видящего глаза. В таком случае нужно понимать, что ребенок вас должен видеть обязательно, поэтому нужно рассчитывать, что ребенка нужно посадить таким образом, чтобы вы находились всегда в поле зрения ребенка. И те задания, которые вы даете классу или группе, ребенок должен видеть четко рядом с собой. Если у вас нет возможности каким-либо образом это передавать в общем, да, то для ребенка тогда нужно подготовить индивидуальный материал, и чтобы это у него было на столе, на парте и так далее. Если у ребенка косоглазие, то ребенка сажают обязательно в центре. Если порезы глазных мышц, то по центру в зависимости от остроты зрения, то есть либо ближе, либо дальше, то есть здесь уже учет тех рекомендаций, которые пишет ПМПК и которые пишет обязательно врач. Итак, учебное пространство. Неважно, детский сад, это школа или это дополнительное образование, в учебном пространстве всегда должны быть тактильные ориентиры на парте или на столе, то есть то место рабочее, где находится ребенок. У ребенка должны быть ориентиры, что вот здесь вот уже заканчивается парта или заканчивается стол. Это должны быть ориентиры либо
полосочкой выделены, когда ребенок еще видит, либо это должны быть такие ощутимые контактные ориентиры, когда ребенок, проведя ручкой, понимает, что там дальше уже нельзя, что там уже находится другое пространство, и парта заканчивается. То есть еще раз, ориентиры на ощупь, либо видимые для ребенка с плохим зрением. Стены учебных кабинетов, игровых помещений, групп, коридоров и так далее должны быть окрашены в светлые пастельные тона, которые не отражают свет. То есть глянцевых поверхностей быть не должно. Классная доска, учебные парты, столы в детском саду, они должны быть матовые и не иметь глянцевой поверхности, потому что любое отражение сказывается на восприятии и ощущении ребенка. На окнах не допускается использование темных штор. Освещение должно быть полноценное, хорошее, максимально доступным для таких деток. Передвижение таких детей не должно ограничиваться ничем. То есть по всему периметру, где дети находятся, будь то группа, будь то школа, класс, коридор, во-первых, должны быть обязательные дорожки со шероховатой поверхностью на полу, зрительные ориентиры, то есть это обозначение яркого контрастного цвета, чаще всего желтого, который ребенок хорошо видит. Если ребенок практически не видит, но уже умеет читать, то обязательно должны быть таблички с названиями по системе Брайля. То есть ребенок может тактильно прочитать, где что находится. Обязательно должны быть тактильные ориентиры для лестниц, коридоров, то есть любые обозначения на ощупь. Зрительные ориентиры на стенах, на дверях, звуковые ориентиры по сопровождению ребенка в здании. Это может быть как в начале и в конце коридора, то есть обозначение какого-либо этажа и так далее. Еще хочу вот такое спросить, да, почему чаще всего используют желтый цвет для слабовидящих и практически невидящих людей? Ну, в первую очередь, только лишь потому, что желтый цвет является тем цветом, который теряется из поля зрения и выводится вообще из зрительных ориентиров самым последним. То есть это то желтое пятно, которое видят люди самым последним, перед тем, как ослепнуть вообще. Поэтому все ориентиры целесообразно все-таки делать контрастного желтого цвета. Ну вот такой небольшой пример, да, допустим, ну это как в школе, допустим, можно сориентировать, или в детском саду, например, вот желтые ориентиры какие-то, когда ребенок может еще что-то видеть. Понятно, что когда ребенок слепой, его нужно сопровождать, вот, его нужно обязательно сопровождать всюду, и для этого, конечно, желательно в группе иметь тьютора. Да, вот по пути, кстати, Ирина задала вопрос, что делать с такими детьми в детском саду. Если это один ребенок в детском саду, то, конечно, нужно понимать, что
нужно в первую очередь понимать, каковы проблемы со зрением, либо он совсем слепой, либо он слабовидящий, либо совсем ничего не видит ребенок. И, конечно, да, в такой ситуации нужно уже персонализированно, конкретно разбирать конкретную ситуацию в конкретном учреждении. Чаще всего таким детям выписывают, по МПК пишет сопровождение ассистента. Конечно, да, такому ребенку лучше, чтобы рядом с ним был ассистент, либо какие-то обозначения, такие, которые он понимает, либо видит. Ну, это вот желтые какие-то ориентиры, которые ребенок знает. Вот. Если ребенок с частичным потерей зрения, то здесь, конечно, немножечко попроще. Ребенок может ориентироваться, да, он будет тяжело ориентироваться, да, он будет более замедлен по отношению со всеми детьми. Но с точки зрения ориентации можно, в принципе, как бы желтыми ориентирами, где-то круги, где-то стрелочки, и ребенок будет прекрасно понимать, куда, как и что делать. Далее. Для передвижения, как мы уже и говорили, да, совсем слепые детки и взрослые, и студенты, и так далее, и тому подобное, безусловно, для них выписывается, это для тех уже, конечно, кто уже не посещает детский сад, для такой категории детей выписывается специальная трость для передвижения по зданию, то есть МСЭК определяет уже технические средства вспомогательные, и это, да, трость, с которой они могут перемещаться по зданию, то есть та трость, которая определяет впереди идущего ребенка, где и как, и куда можно пойти. Далее, оборудование в спортивном зале должно тоже иметь тактильную поверхность, обязательно, но это для слепых, да, то есть ребенок должен обязательно ощущать на ощупь, что вот это, допустим, мат, это скамеечка и так далее. Для слабовидящих это обязательно зрительные ориентиры. Это и на спортивном оборудовании, и на партах, и на столах. И по наклону они должны быть, указки и либо какие-либо там предметы должны быть либо с ярким наконечником, либо как-то обозначены более ярко. Обязательно должно быть дополнительное освещение на рабочем месте у такого ребенка. Обязательно должны быть дополнительные освещения доски. Если это школа, если это детский сад, то хотя бы то место, откуда вещает педагог, обучает детей. Обязательно должны быть комнаты психологической разгрузки, обязательно, ну, либо уголок психологической разгрузки, уголок, либо комната для игр, оборудование мягкими модулями, ковром, где может отдохнуть такой ребенок, как психологически и физически. И обязательно кабинет учителя-дефектолога. Ну и, конечно, очень бы хорошо было бы, да, оговорюсь еще раз, тифлопедагога. Это достаточно на сегодняшний день редкая специальность, и большое счастье организации, когда она заполучает такого педагога в свою организацию по работе с данной категорией деток. Далее. Что еще хочется сказать? Что, безусловно, мы сейчас говорим с вами о дошкольных организациях, мы сейчас с вами говорим о школах и так далее. Мы вообще говорим о образовательных организациях. Но не стоит забывать о том, что если при рождении ребенку был поставлен диагноз слепота либо слабое зрение, не надо забывать о том, что прежде чем уйти в эмоции
И да, хорошо, конечно, когда мы идем к врачам, когда врачи и специалисты нам помогают, но не стоит забывать о том, что большую роль, огромную роль в развитии каждого ребенка играют родители. Родители, которые с рождения находятся рядом со своим ребенком. Поэтому еще хочу обратиться и к родителям, и к педагогам, которые работают с этими детками совместно, вне зависимости от медперсонала. Нужно заниматься с детьми практически с самого рождения. И если к вам пришел такой ребеночек уже в детский сад, то развитие ребенка нельзя останавливать ни на минуту. С ним нужно заниматься постоянно, вне зависимости медицинских работников. Ну, в принципе, на этом все. Если у вас возникли какие-либо вопросы, я постараюсь на них ответить. Можете задавать их в чате. Если ваши вопросы по какому-либо объему, да, не подходят, вот, чтобы я могла прямо здесь и сейчас ответить, я постараюсь ответить на ваш электронный адрес в письменном виде. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну, пока вопросов нету. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо за интерес к нашему вебинару и к нашей теме. Хочу наперед сразу же сказать, что данная тема будет развиваться. Будет создан целый курс вебинаров, который будет называться «Я вижу мир руками». В этот курс включаются специалисты различных профилей, не только мы, как работники Института развития образования, но и те специалисты, которые непосредственно работают с данной категорией детей. Это и дошкольники, которые работают с детьми слепыми, слабовидящими. Это и школьники, то есть работники школы. Это и тифлопедагоги, и тифлопсихологи. Поэтому следите за анонсами. Будем всегда рады видеть вас на наших вебинарах. Спасибо.